Добрый день, дорогой зритель! Мы начинаем наш отчетный концерт и художественную выставку картин, посвященный году педагога и наставника. О чем еще слагают песни и легенды? О малой родине. Ей поют поэмы и ее возносят оды. Как говорится, далеко, но всегда в сердце моя малая родина. Играй и пой, край мой родной. Откроют нашу программу лауреаты Всероссийского фестиваля «Сокровища нации. Город Новосибирск», межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой музыки. Фольклорный ансамбль «Тигр Хуры». Преподаватель Алина Борисовна Тудеева.
торжественного награждения приглашается заместитель министра культуры Республики Хакасия Лариса Юрьевна Кишкиева. Всех приветствую в этом зале, учащихся Хакасской республиканской национальной детской школы искусств, национальной гимназии, преподавателей, студентов музыкального колледжа Хакасского государственного университета имени Николая Федоровича Катанова, ну и, конечно же, вас, дорогие родители, которые сегодня пришли на очередной важный для детей отчетный концерт. Каждый раз мы весной встречаемся в этом удивительном уютном зале, представляют ученики свое мастерство, свои новые навыки. И каждый год мы всегда говорим о чем-то важном, о том годе, чему был посвящен данный временной период. Мы с вами здесь встречали и год хакасского эпоса, мы с вами здесь праздновали год культурного наследия. И очень приятно говорить о том, что в этом году отчетный концерт проходит в 2023 году, который указом президента объявлен годом педагога и наставника. А у нас в Республике Хакасия это год молодежи. О чем это говорит? Это вновь подчеркивает важность поддержки одаренных детей, творческой молодежи, потому что это действительно лучшее богатство, которым может гордиться любой народ. Конечно же, год педагога и наставника вновь у нас обращает внимание на сохранение механизмов передачи ценностей, неких духовных постулатов от предшествующего поколения к последующим. Это год обращает внимание на поддержку механизмов трансляции культуры, ее ценностей и, конечно же, поддержки наших одаренных детей и молодежи. Хакасская республиканская национальная детская школа искусств, которая сегодня представляет свое творчество, это одно из учреждений, которое по праву гордится тем, что создает все условия для воспитания художественного вкуса, передачи хакасского фольклора. А также эта школа по праву называется кузницей национальных кадров. И не секрет, что многие выпускники этой школы продолжили свое обучение по различным направлениям: музыкальным, вокально-инструментальным, хореографическим, театральным, в среднеспециальных и высших учебных заведениях нашей Российской Федерации. Мы этим, безусловно, гордимся. И, собственно, на сегодняшний день штат школы включает в себя и именитых педагогов. Это и заслуженные деятели искусств Республики Хакасия, Российской Федерации. Я не буду называть поименно, я думаю, каждый знает своих героев, но мы еще и радуемся тому, что многие выпускники школы, получив образование в учебных заведениях среднеспециального и высшего звена, вернулись в школу. И мы гордимся тем, что школа пополнена и молодыми специалистами. То есть вот этот механизм преемственности молодых педагогов, обучения у более именитых и передача лучших навыков исполнительских, лучших традиций, ценностей нашим детям, вот этому и посвящен год педагога и наставника. И мы также радуемся тому, что этот год стал успешным для школы. И я с удовольствием хочу сказать, что 3 коллектива Хакасской республиканской национальной детской школы искусств получили почетные звания и заслуженного коллектива, и образцового. И сейчас мы будем награждать и чествовать директоров. И хотела бы подчеркнуть, что такое звание у нас получали коллективы культурно-досуговой деятельности, исполнительские коллективы. И впервые, ну, скажем, не впервые, но за редким исключением такие звания у нас получают коллективы именно детских школ искусств. С удовольствием вручаю свидетельство о присвоении звания образцовый художественный коллектив фольклорному ансамблю «Тигр-Хуры». И приглашаю на сцену Туденеву Олегу Борисовну. Собственно, которую представила
вручается о присвоении звания «Образцовый художественный коллектив» фольклорному ансамблю «Айдас». Руководитель Чепашева Юлия Константиновна, заслуженная артистка Российской Федерации. Евгений Александрович воспитали уже не одну плеяду талантливых детей, и вот они все собраны в таком удивительном коллективе. Я вас поздравляю. Говорится, диплом мужчинам, цветы женщинам, да? И третье свидетельство, вот такое тоже весомое, вручается значит, свидетельство о присвоении звания «Образцовый художественный коллектив» вручается руководителю Мусуприковой Алене Николаевне и хореографическому коллективу «Хёльбек». Коллектив во многих всероссийских международных конкурсах объездил фактически всю Российскую Федерацию и привез немало наград для Республики Хакасия. Ну и в завершение хочется пожелать всем педагогам терпения, творческой энергии, потому что это не простой труд воспитания личности ребенка и, так скажем, выведение его во взрослую достойную жизнь. А ребятишкам хочу пожелать любить музыку, любить искусство, любить свою родную землю, язык и тот инструмент, который вы держите в руках. Хорошего вечера! Спасибо, Лариса Юрьевна. А мы продолжаем. Мы живем в непростое время. В это время мы должны быть тверды и сильны. А поможет нам в этом патриотическая песня И танец. откроет нашу концертную программу хореографический коллектив «Кюль Щари». Руководитель Светлана Петровна Чепашева. Встанем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. И бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно
Владимира Владимировича Путина объявлен годом педагога и наставника. Мы, ученики, учимся у вас, дорогие педагоги и наставники, и ценен ваш вклад. А для показательного выступления на сцену выйдут дуэт «Ученик и учитель». Ладайбалова Асель и Ольга Александровна Останина. А мы переходим к хакасскому фольклору. Петь тахпах – это не просто умение, это искусство. На сцене лауреат международного конкурса «Сибириада», обладатель гран-при Всероссийского фестиваля «Сокровища нации», фольклорный ансамбль «Айдас», руководители, заслуженный артист Российской Федерации и Республики Хакасия Евгений Александрович Улугбашев, а также Юлия Константиновна
Владимировна Чепашева. Селик Шахаяхтар. Ще загнала! Ще! А мы продолжаем исполнять Тахпахи. Кызыльская народная песня «Өскен шерем».
торговали они разнообразными небольшими товарами. И даже в наших краях, в Енисейской губернии, в Минусинском уезде были таковые. На сцене преподаватель, в прошлом выпускник Хакасской национальной детской школы искусств Руслана Николаевна Корженакова, наставник, заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Сергеевна Сартыкова, концертмейстер Постоева Анна Николаевна. Коробейники. Исполнение на домре. Но давайте от фольклора перейдем к возвышенному, классике. Слышали ли вы когда-нибудь классическое исполнение Вивальди на неклассических инструментах? Да, вот на гитаре. А на хумусе? Нет, впервые. Тогда встречайте концерт ля минор Вивальди на хумусе. Исполняет лауреат Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», Всероссийского конкурса музыкантов и художников имени Александра Александровича Кинеля, Корженакова Кира.
педагог-наставник Мария Сергеевна Сартыкова, концертмейстер Татьяна Александровна Гелюк. И вновь во всех школах пройдут последние звонки, и вновь выпускники будут танцевать вальс. Айсель Сергеевна, вы чего? Последний звонок — это прощание со школой, а классический танец из давно ушедшего века символизирует уходящие школьные годы и начало взрослой жизни. И повторить его просто невозможно. А я еще только в 8 классе. Твое будущее еще только впереди. А пока встречайте хореографический коллектив Кюльшари. Руководитель Светлана Петровна Чебашева. Вальс.
вернемся в царскую Россию, в Москву, где царил век салонов и романсов. На сцене Волгазина Алина, педагог-наставник Ксения Павловна Кагаякова. Исполнит произведение «Романс» композитора Натальи Михайловны Тороповой. Послушаем. Че, Абдыгла Балзын. После лирического фортепиано хочется, конечно, чего-то динамичного, страстного. Тогда нам в Испанию, где жаркие ноты темпераментных гитар закружат нас в вихре кориды. Arriba! А на сцене ансамбль гитаристов с испанским народным танцем «Сальвадор». Педагог-наставник Руслана Николаевна Крыжовнакова и ее выпускники.
что кто интересуется культурой. Например, во второй части фильма есть прекрасный саундтрек южнокорейского композитора Ли Рума. Покажете? Да. Для вас выступает Туниегова Карина, педагог-наставник Жанна Владимировна Житник. Ли Рума, River Flows in You. Встречайте! Щелчок пальцем, и мы дома в Хакасии. Я Мина Ширим Согларым. А для вас выступают лауреаты международного конкурса «КИТ», всероссийских фестивалей Содружества и «Звезда спасения». Хореографический ансамбль «Бельбек», руководитель Алена Николаевна Солтрекова. «Степные просторы».
богатырские сказания. И раньше все жители Алов собирались посмотреть на то, как играет хайджи. А хомес удобный инструмент. Играй где хочешь. Легкий, удобный, походный. Для настоящих акынов. Пой где хочешь и о чем хочешь. Сама природа тебя услышит. На сцене лауреат Всероссийского конкурса «Молодые дарования Россия», Всероссийского конкурса музыкантов и художников имени Александра Александровича Пинеля Коржинакова Кира, В дуэте с Куюковым Владиславом концертмейстер Татьяна Александровна Гелюк, педагог-наставник Мария Сергеевна Сартыкова. Töreké Elemi.
педагога и наставника. На сцене вновь ученики и их учитель. Да, мужчина, педагог всегда лучше смотрится. Нет, вы не правы. У каждого свой путь, свои методы обучения и свои ученики. И гендерный признак здесь ни при чем. Хорошо, тогда давайте послушаем Аржана Вячеславовича Туденева и его учеников. Выступают лауреаты международных и всероссийских конкурсов ансамбля хистов. Аданар Щиры. Родной край. А мы уже постарше, взрослое поколение, но ребенок также живет внутри нас. Мы хотим, чтобы цвели цветы, Чтоб каждый год была весна, чтобы каждое утро начиналось с улыбки мамы. а родные и близкие всегда были рядом. И никогда не было войны. Ведь у войны не женское лицо. На сцене хореографический ансамбль «Кельбек», руководитель Алена Николаевна Султрекова.
напали на нашу страну. Мы Хакасская национальная школа искусств. Да, мы маленькие, но про нас уже говорят, что школа искусств – это полноценная филармония, обучающая и выпускающая первоклассных выпускников. Мы хотим сказать спасибо нашим преподавателям за то, что они занимаются с нами, за то, что учат нас и открывают нам дорогу в жизнь. Встречайте! На сцене лауреаты международных и всероссийских конкурсов наши преподаватели. Фольклорный ансамбль «Алтын Щир» исполнит произведение Михаила Еремеевича Кельчичакова «Щегрын Шорга» «Ретивый конь». Şikme çilli çatıca
наш отчетный концерт завершен. Спасибо всем, до свидания. Улуга Анчокта, Тазату Хасанча. Наш концерт вели учащиеся национального отделения Артемий Катажеков, Преподаватель национальных инструментов Айсели Сергеевна Майнагашева. выставку художественного отделения оформляли Ирина Валерьевна Табакова, Софья Анатольевна Азычакова, Шарина Георгиевна Костякова, режиссер Карим Тугужиков. Просим всех остаться на общее фото.